Квадрига. Вон, да. 4 лошади и всадники. Это сюжет такой. О старине строения говорит печка конца 19 века. Половину этого жилища в деревне Новикбош родителям будущей звезды выдали как специалистам олень-совхоза в 49-м. Сейчас в доме, в котором жила семья Леонтьевых, Игорь Паншин изучает каждую деталь. Уже несколько десятков лет он интересуется судьбой живой легенды и своего односельчанина Валерия Леонтьева. А началось все с писем, которыми буквально завалили местную школу. Фанаты хотели знать, откуда их кумир. Информация в то время была самая противоречивая. Говорили, что он проездом тут родился, что родители сразу увезли его в тундру. Вот. Ну, я не очень-то обратил внимание на эти письма. А потом посоветовался с директором, он сказал, ну, ответь им, раз они так интересуются. А чтобы ответить, мне надо было самому собрать какой-то материал. С того момента он стал этаким биографом своего земляка. Начал с поиска жителей, которые могли знать Леонтьева. И такие нашлись. На снимке учительница математики, которая дружила с мамой маленького Валеры. Темненький, кучерявый, в модной тогда матросской форме. Таким она знает артиста. Или вот еще Людмила Рочева, которую иногда в юности просили присмотреть за мальчиком. Она навсегда запомнила, как кормила Леонтьева манной кашей. Для девочки деревенской это была экзотика. И вот, значит, она, эта Людмила, кормила с кашечки Валерия Леонтьева. Ну, а что оставалось? Женщина разрешала ей доесть. Она говорит, это была такая вкусная вещь. У нас, деревенских, никогда такой пищи не было. Автора досье на именитого земляка еще несколько лет назад приглашали на передачу к юбилею артиста в Москву. Однако Паншин скромно отказался, мол, не такой мобильный. Впрочем, знакомых у певца в коме немало. Например, об этом общежитии в Сыктывкаре ходят легенды. Все потому, что в далекие 70-е здесь и обитал артист. Работал в театре, как и его соседка Валентина Ульянова. Вспоминает Леонтьева даже не как певца, а талантливого костюмера. Он всегда шил свои костюмы здесь, в своей комнате. Такой бархатно-черный, такой синий. Я даже еще просила сшить. Он мастер на все руки. Впрочем, зажглась звезда севернее. Свой первый сольный концерт Леонтьев дал в Заполярье. Тогда на старте карьеры его обожала воркутинская молодежь и не понимала старшее поколение. Среди таких был и экс-градоначальник Заполярья Игорь Шпектор. Ведь на свои выступления начинающий тогда певец надевал жабо и яркие украшения, чем эпатировал публику. В Воркуте он успел поиграть в театре, кстати, тоже талантливо. А еще был участником местной команды КВН. Шпектор, который решил возродить юмористическое движение в своем городе, Валерия узнал с неожиданной стороны. Самый такой случай запоминающийся. У нас была очень сложная встреча с командой Вологды. И мы готовили вопросы, и они готовили вопросы, на которые нужно было искать остроумные ответы, как сегодня. И мы Валеру подняли в вентиляционный канал, и он залез в этот канал и полз по этому каналу к комнате, где была команда Вологды. Это было нечто. То есть он полз туда, наверное, метров 20, и он подслушивал эти вопросы. И потом он полз задом, развернуться было нельзя, он приполз, и мы его сняли с этого канала вентиляционного. И мы, так сказать, победили команду Вологды, в том числе благодаря Валере. В 0 часов двери лет распахнутся вдруг. Я войду, разорву ваш привычный круг. Уведу, украду чудо грешных рук Казанова. 45-летием творчества легендарного певца Игорь Шпектор тоже поздравил на одном из федеральных телеканалов. Правда, там ведущий Андрей Малахов, видимо, в порыве собственных эмоций понизил его в должности, но при этом сделал то, что прежде никому не удавалось – ласково погладил его по голове. Теперь этот комичный фрагмент, на который бывший мэр, похоже, не обиделся, объект обсуждения в сети. А мы сейчас выясним, откуда приехали гости, поклонники его со всей страны. Называйте города, я бегу к вам. Итак, Казань. Санкт-Петербург. Так. Североуральск. Североуральск. Где у нас? Здесь Североуральск. Ковров. И даже вице-мэр Воркуты, друзья. Таисия Жакова, Иван Волошин, Иван Богомолов, Алексей Серов, телеканал «Юрган».